Короче, Эндрю меня водит по заведениям. Он тут уже год живет. Много кого знает, любит с девчонками пообщаться. Но я-то не такой, я-то жду свою чувашку. И вот сейчас в картишки, короче, будут играть. Я, правда, не знаю на что. Не знаю, на что будем играть. Посмотрим. И главное, без трусов не уйти отсюда. Хотя можно и. А у меня их и нет трусов. Жарко, что носить их? Мне дали вьетнамское имя, короче. Минь. Это свет, значит, по-вьетнамски. Это потому что я смарт. Это светлый человек, короче. Минь. Вот так вот. Эндрю вообще классный чувак. He's good man. Thank you very much. It's very good evening. Very good, very good. Thank you. Завтра уже поеду дальше, наверное. Классный. It's good girl. Vietnamese girl. It's very beautiful. Very beautiful Asian girl. All Asian girl is beautiful. No, all world beautiful girl. All woman. No problem. Че уж говорить тут, да? Правильно, все. У нас в простонародье эта игра называется говно. Но здесь фрукты, здесь не говно. Так вот. Ну все, мы сегодня пришли домой. Сегодня я буду спать на гамаке. Попробую, протестирую. Ребята мне советуют в тропиках спать в гамаке. Ну действительно, я так подумал, что нужно его приобрести. Наверное, так и сделаю. Правда, не знаю, где он продается и за сколько. Нужно будет узнать. Реально, что ставить палатку? Вот так вот. Прикрепил его к двум деревьям. И лежишь. Ну, сейчас протестирую, я не знаю. Если шлепнусь, не буду брать. Не шлепнусь, возьму. Будет видно. Ну все, спокойной ночи. Доброе утречко. Сегодня я тоже, короче, не спал. Что-то тоже вот на этом гамаке плохо спится. Я не знаю, как на нем спать. Как банан потом будешь ходить вот так вот, полузагнутый. Еще комары. В общем, я утром досыпал все это. После 8. Сейчас вот собрался уже. Ну, а он попросила меня развесить вещи, она не достает. А, это снять что ли? Вот. А, пудзе? Оп. Окей. Ну все, помогаю я, короче. Ну вот, встретился с русской девушкой, забыл как это. Алена. Ну, с Аленой. Алена из Красноярска. Красноярск я проезжал, он для меня уже как родной город. Кстати, всем ребятам в Красноярск привет, велосипедистам. Может, вы даже и знаете друг друга, я не знаю. Ах, ну я вот, так. наверное, и знаете. Он что, небольшой город, что Красноярск, большая деревня, так, да? Ну, у нас Россия одна большая деревня, да, вся Россия да, большая да. деревня. 145 миллионов у нас тут всего-то. Так что что там, все друг друга знают через кого-то. Да, Так что Штаты. без проблем. Вот сейчас сели, чаек попьем, я уже собрался, сделаем фото и поеду на Ханой. На Ханой поедешь? Да. Ну все готово, велосипед собрал. Вот сейчас тут стоим с ребятами. Даже уезжать неохота. Хорошие ребята, уже привык, хотя за день уже привык. Но надо ехать на Ханой. Дай бог, сегодня уже буду. Поздно я выехал, конечно, придется. Поздно заеду, а в Ханой. Ну все, со всеми попрощался. Выехал из города практически. Выехал вот на трассу. Погода хорошая, ветер не мешает. Долблю. Часа через 4, наверное, буду в Ханое, дай бог. Ну 5. Но затемно приеду по-любому.
Батон взял длинный. Давно такого не видел. Сейчас его попробуем, оценим. Тоже возле дороги за 10 тысяч. Едем дальше. Углеводы нужны. Здесь во Вьетнаме тоже любят люди сжечь всякий мусор, всякий хлам, отходы, пластик. Вон там поле горит, прям как после бомбардировки в 63-м. Стемнело. Заехал поужинать до Ханой еще 50 километров. Он взял риса, зеленью, немножко сала. Дорога напряженная, ну как напряженная, густонаселенная. Здесь как раз один из самых густонаселенных районов, наверное, самый даже густонаселенный во Вьетнаме. Тут сплошные прям ряды, едешь вот 100 километров, постоянно одни мотоциклы. Поесть и дальше ехать. Так как это самые густонаселенные районы Вьетнама, соответственно, здесь сосредоточена и промышленность, производство, столько запахов кондитерских, разных, разнообразных. Едем еще километров 40 до Ханоя. Темно, много мотоциклов. Ну вот и Ханой. О. Еще пилить до центра города почти мне. Все нормально. It's okay. Парнишка тут что-то интересуется. Типа, что я фоткаю? Yeah. С Ханой есть фото. Меня не надо фоткать, спасибо. Ну, всякие промзоны сейчас, пригород. Экскаваторы вон стоят, продаются. Всякая техника. Вот эта вывеска правильная. Та неправильная была, та обозначала, обозначение другое было. Значение. Вот, официальная. Ханой, город. Столица Вьетнама. The capital of Vietnam. Недавно только вроде штурмовал Томский, там Новосибирский, Красноярский, Казань. А тут Ханой. Бах, такая экзотика. Вот дает. Велосипед куда только не загонит. Вот и мост через реку Хонха. Это вторая река, по-моему, по полноводности во Вьетнаме после Меконга. Почти доезжаю, сейчас мост проехать на ту сторону берега, найти Wi-Fi, приехать в ту точку, которую она написала, найти Wi-Fi и написать ей, что я уже на месте. Вот Ханой ночной. Капец здесь движение.
Но здесь главное расслабиться, здесь не пыжиться. Чем больше ты пыжишься, тем хуже получается ехать. Вот надо на расслабоне, как будто все так и должно быть. Все ездят аккуратно, хотя кажется, что безбашенно. Броуновское движение, но нет, нормально. Капец тут можно. Как будто флешмоб мотоциклистов. Слет байкеров. Малолитражных байкеров. А мне здесь нравится. Как-то уютненько все так. Здорово. Прямо вообще от души. Душевно как-то все здесь. Не как в Китае. Я уже влюбился в этот город. Мне он так понравился. Здорово. Так уютно. Я и дома, короче. Вот моя спасительница. Здесь my angel, my Hanoi angel. Вот. Тут живут English teacher in many countries. 12 говорит. 12. Вот. В общем, я тут вообще не в тему, короче. Географ, который глобус прокатывает. А здесь только... Yes. Так, чтобы я попал в хорошее место. Теперь буду отдыхать. Ну, еще буду снимать. Много людей. Еще увидимся. Вот, короче, мне тут дали шканарь. Положили. Вот здесь ребята изучают английский. Learning. I make movie my trip, my travel. It's no problem. It's very good. No problem. Вот, ребята вьетнамские. Вот мои вещи. Сейчас буду раскладываться, чтобы здесь тоже места много не занимали они. О, теперь буду отдыхать. Осмотреться еще надо, здесь народу много. Француженка вон там была красивая такая. Ходила. Здесь тусня началась сейчас. Спустился вниз. Вот здесь Арслана встретил, короче, башкирского братуху башкирского. Он из Октябрьского. Да. Ну это один дом, это что, Чебоксары, Октябрьский, это не так далеко. Нормально. В общем, что-нибудь пообщаемся, может что-то запишем, даже какое-нибудь интервью небольшое. А вот этот парень, Даниэль, из Сиднея тоже. Daniel Bargins, Hanoi. Австралийцы бухари вообще как Bad boy. Cool guys. Вот здесь стоянка, короче. Ну сколько скутеров, все у ребят стоят. Еле нашел место для парковки моего велосипеда. Главное, чтобы с утра его не разбомбили.